В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Москве изъяли золото из Якутии на общую сумму 100 миллионов рублей. Студенты и аспиранты освобождены от уплаты НДФЛ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Диализники Якутска ждут открытия лечебного центра. Почему оснащенное оборудованием здание не открывают, в репортаже наших корреспондентов. Лучшие по профессии в Якутске состоялось награждение воспитателей детских садов республики. Мирнинский театр открыл 12-й театральный сезон. И дайджест событий Алданского района в материале наших корреспондентов. В Москве изъято якутское золото стоимостью 100 миллионов рублей. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции и ФСБ изъяли 26 килограммов драгоценного металла. По версии следствия, 4 сообщников похищали на одном из предприятий Миконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. В кустарных лабораториях на территории столицы золото химическим путем доводили до качества 585-й пробы и реализовывали через ломбарды скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий. Рассмотрение апелляционных жалоб Александра и Кристины Левадных состоится в среду, 2 октября. Сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики. Отмечается, что гособвинение требует более строгих мер наказания для Левадных. Александру 14 лет колонии, Кристине 7 лет. Напомню, что в июле этого года супругов Левадных, обвиняемых в незаконном лишении свободы, филиппинки Ракель де ла Круз приговорили к условному сроку. Бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Якутска Александр Левадный приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. И, кстати, его лишили звания. А супругу Кристину Левадную приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ее оправдали в организации незаконной миграции. Алданские предприниматели обвиняются в неуплате налогов на общую сумму 38 миллионов рублей. Следственными органами установлено, что в октябре 2016 года в Алдане руководитель компании «Бетон-М» зарегистрировал на подставное лицо компанию «Монолит», которая заключала договоры подряда на строительство различных зданий железнодорожного узла на территории Южной Якутии. В последующем предприятие заключало субподрядные договоры с компанией «Монолит», а оно, в свою очередь, с фирмами-однодневками и осуществляло перечисление денежных средств за выполнение строительно-монтажных работ. При этом фактически указанными организациями работы не выполнялись. Проведены обыски по месту жительства подозреваемых, их родственников, а также по месту нахождения офисов организации. Изъятые финансовые документы, печати, электронные носители информации, компьютерная техника, денежные средства, предметы роскоши и иные ценности. Опечатаны транспортные средства. В ходе следствия установлен руководитель компании «Бетон-М». Мужчине предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. Президент России Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов. Закон вступит в силу с 2020 года. Студенческая стипендия и материальная помощь сотрудникам сейчас также освобождены от НДФЛ. Кроме того, Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи с ЧС. Документ будет распространяться на доходы, полученные физлицами с 1 января 2019 года. От налога освобождаются пострадавшие граждане, получившие выплаты в результате террористических актов на территории России, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Это также касается семей пострадавших. В столице Татарстана завершился финал всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». На площадке «Казань-Экспо» встретились свыше 3000 человек из 77 регионов России. Это лучшие программисты, веб-разработчики, дизайнеры и управленцы в сфере информационных технологий, прошедшие отборочный этап в своих субъектах. Якутию представили 23 человека, это целых 6 команд. Из 20 номинаций каждая команда по правилам могла выбрать только одну. Основное соревнование состоялось в режиме хакатона, когда в течение 48 часов командам необходимо разработать работоспособный прототип цифрового продукта. О проектах, рекордах и результатах IT-команд в материале Айсены Бурнашовой.
Телефон в руках программистов превращается в очки дополненной реальности. По замыслу команды NetYet.ru с помощью обычного смартфона рабочие на заводах могут в виртуальном режиме собрать, к примеру, тот же двигатель самолета. С помощью комбинаций, так называемых меток, в качестве них мы используем стаканчики. Мы определяем, правильно мы расставили по тем или иным местам или нет. За счет этого человек обучается, как работать с тем или иным устройством и получает более быстрее опыт. Вместе с NetYet.ru на цифровом прорыве приняли участие еще 5 якутских команд. Разные номинации и разные разработки, но объединяет всех одна цель – создание технологий, которые значительно улучшат жизнь простых граждан. Мобильное приложение веб-сервис для Министерства транспорта Российской Федерации на поезде, да, допустим, покрытие сотовой сети вообще минимально на пути следования. И, грубо говоря, пользователь сможет сказать своим родным и близким: я буду без связи, пожалуйста, меня не теряйте. И, соответственно, эти данные также помогут сотовым операторам сделать более качественно сотовую связь свою на базе наших данных. Например, бухгалтер сейчас устаревает. Это профессия, и он проходит на нашу платформу, там переобучается и становится аналитиком. 3 дня работы цифрового прорыва, 2 дня беспрерывного хакатона. За плечами у финалистов волнительные предзащиты и защиты проектов. Результаты цифрового прорыва объявили с главной сцены Казань-Экспо. Чугунный скороход! Республика Башкортостан! Якутские команды не стали обладателями призовых мест, но это и не главное, уверяют финалисты. Я получил большой опыт, я уже умею эти проекты быстро на коленке собирать, организовывать работу дизайнера, базиста и других специалистов. И считаю, что и следующие хакатоны будут даваться нам все легче и легче. В отличие от республиканских хакатонов, как отмечает глава Якутии, на цифровом прорыве стояли более технологические задачи, направленные на решение тех или иных проблем, которые стоят перед госкорпорациями и крупными предприятиями. Участие наших ребят, оно помогает им устанавливать связи между IT-индустрией, да, скажем так, и между реальным производством. Поэтому я уверен, что мы будем и дальше вот этим вопросом заниматься, дальше наращивать, чтобы не 23 якутянина принимало участие, а уже больше. Также в рамках цифрового прорыва Айсан Николаев принял участие в работе состава жюри. Я принял участие в работе жюри, которая была по направлению госкорпорации «Росатома». Было представлено 11 команд, причем очень высокого уровня, очень правильные, очень такие интересные варианты решения задач, вроде бы стандартных, были ими предложены. 5 лучших команд, они уже получат возможность производственной практики на предприятиях «Росатома». Это, я считаю, тоже очень одним из больших достижений данного мероприятия. И дальше будет только больше. Цифровой прорыв уже вошел в мировую историю. На одной площадке одновременно работали свыше 3000 IT-специалистов. Такого масштабного хакатона никогда не было. Поздравляю! You are officially amazing! Для меня большая честь объявить... Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Казань, Республика Татарстан. Диализники Якутска обратились с открытым письмом о содействии в необходимости скорейшего открытия Центра современной нефрологии и диализа. Новый центр готов обеспечить нуждающихся в процедуре гемодиализа 84 дополнительными местами. Сегодня медицинское учреждение полностью готово принимать больных. Между тем, открытие до сих пор не состоялось. В ситуации разбиралась Ульяна Шагина. Сегодня в республике существует 5 диализных центров – в Якутске, в Жатае, в Мирном и Нерингре. Между тем, количество только тех, кто сегодня уже нуждается в заместительной почечной терапии – 470 человек. И все они сегодня зависят от этого жизненно необходимого аппарата и вынуждены ездить в эти центры. На сегодняшний день все центры, скажем так, практически переполнены. Новый центр современной нефрологии и диализа готов был встретить своих больных еще весной этого года. Здесь установлено 15 современных германских аппаратов, которые смогут обслуживать 84 диализных больных. Мы планируем, но это уже в будущем, не сейчас, открыть здесь хирургическое отделение. Не отделение, а оперблок.
Значит, там мы планируем формировать артериовенозные фистулы вот как раз этим пациентам. Центр уже сегодня готов принимать своих больных. Современные аппараты искусственной почки, хороший ремонт. Здесь есть все условия, чтобы больные могли коротать свое время за многочасовой и жизненно важной процедурой. По словам руководства, полностью готов и весь пакет необходимых документов. Между тем, надзорные органы не дают согласия на открытие отделения. Сейчас главное открыть, собственно, хронический диализ. А с этим у нас проблемы. Откровенная дезинформация о том, что, допустим, что у нас нет договора аренды на территории ЯРКБ, да? Но он был и есть. Говорят, что не хватает каких-то документов для оформления лицензии. Но я лично составлял этот пакет документов по федеральным приказам. Между тем, как нам стало известно, сегодня в центре идет процесс лицензирования данной организации. Документ оформляет отдел лицензирования Минздрава. Росздравнадзор по требованию прокуратуры также провел свои проверки. Между тем, сейчас идет судебное разбирательство по кабинету нефролога данного центра. Дело в том, что данная организация подала заявление на переоформление лицензии по адресу в Якутской республиканской клинической больнице. Они там планируют открыть отделение гемодиализа, но документы их лежат в Минздраве республики в отделе лицензирования. В настоящее время идет проверка на предмет соответствия требованиям лицензионного законодательства. И это процедура, которая имеет свои временные параметры. Пока идут все эти разбирательства и бесконечные проверки, страдают те, кто сегодня вынужден зависеть от этих аппаратов. Единственный их выход – писать письма на имя главы республики, чтобы на их проблему наконец-то начали обращать внимание. Совсем недавно к нам обратились пациенты гемодиализа и преддиализники, скажем, это те, кто будут нуждаться в гемодиализном лечении. Я сам в недавнем времени тоже был на гемодиализном лечении, и поэтому знаю, какая проблема существует. Из-за нехватки мест существующие диализные центры начали принимать пациентов и в 4-ю смену с часу ночи до 5 утра. Ульяна Шагина, Саргалана Захарова, Григорий Николаев, Семен Семенов, Якутск. Учебный год только начался, а многие родители уже задаются вопросом, не слишком ли велика нагрузка у детей. Безусловно, каждый родитель сам решает, чем заниматься его ребенку и сколько времени этому ему посвящать. Однако в стандартах прописаны свои нормы. О них расскажет далее Саргалана Захарова. Сколько часов ребенок должен проводить в школе, а сколько посвятить свободному времени? Одни родители считают, что лучше, когда день школьника расписан по часам, а другие придерживаются более лояльных правил. Но как ни крути, в стандартах прописаны требования, которые придерживаться должны все. Это минимальные требования по загрузке учеников разных ступеней обучения. Давайте сперва посмотрим, сколько же часов по нормативу должны занимать все занятия в школе. Это и уроки, и внеурочные кружки, факультативы. Первоклашки, конечно же, меньше всего проводят времени в школе. Оно и понятно. Первый год знакомимся, привыкаем, постепенно увеличиваем нагрузку. Со 2 по 4 классы нагрузка увеличивается до 23 часов в неделю для 5-дневной и 26 часов для 6-дневок. В средней школе варьируется от 29 до 33 часов, а вот старшеклассников нагрузка почти как у взрослого человека на работе – 34 и 37 часов в неделю. Не забываем, что речь идет не об обычных часах по 60 минут, а об академических. В теории получается, что даже у самых загруженных старшеклассников в день должно быть не больше 7 уроков. И это включает дополнительные занятия. Подготовка к ЕГЭ, факультативы по профильным направлениям. Но всегда ли это соответствует действительности? Количество уроков тоже описано в Санпине. Образовательная недельная нагрузка должна распределяться равномерно. Максимально она может составлять для первоклашек не больше 4 уроков в день, для учеников со 2 по 4 класса не более 5 уроков, для 5-6 классов не больше 6 и для обучающихся с 7 по 11 классы не больше 7 уроков. При этом урок физкультуры для всех ступеней может быть включен в расписание в качестве дополнительного часа 1 раз в неделю.
Немаловажный факт. Расписание должно составляться с учетом сложности предметов. Понедельник – день тяжелый, а пятница – почти выходной. Следовательно, самые сложные предметы рекомендуется ставить на вторник и среду. По поводу проведения контрольных тоже есть свои рекомендации. Согласно Санпину, их можно проводить на вторых, третьих и четвертых уроках и не больше одной в день. Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал с 10 до 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материалов при наименьших психофизических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся первой ступени основные предметы должны проводиться на вторых и третьих уроках, а для обучающихся второй и третьей ступени на вторых и четвертых уроках, приводит отрывок из документа «Комсомольская правда». В наших реалиях с 2, а то и 3 сменами контрольные не всегда приходится на это время, а нулевые уроки, которые по Санпину не допускаются, приходится проводить. Правда, только для вторых смен. Ведь раньше 8 утра уроки начинаться не должны. Также стоит отметить, что с первой смены обязаны учиться 1, 5, 9 и 11 классы. Конечно, это лишь малая часть всех требований и распределения учебной нагрузки для школьников. Много это или мало решать теперь только самим ученикам и их родителям. В Ленске холод одолел жителей микрорайона с совершенно противоположным названием «Теплый стан». Уже на протяжении нескольких лет жильцы этих новостроек борются за право комфортной жизни после расселения из ветхого и аварийного жилья. В этом году для них наступила оттепель. Городская и районная администрации общими усилиями осуществили ремонт проблемных домов. Как продвигаются работы, проверила наш корреспондент Анна Кожевникова. Тепло не спешит к жителям теплого стана. О проблемах этого микрорайона мы не раз рассказывали на телеканале «Якутия-24». Это постоянные протечки потолка на верхних этажах, холодные полы на первых. Наталья Инегина переехала сюда после сноса своего аварийного дома по объездной. Первый год было вроде тепло, а сейчас все, с каждым годом все холоднее. Полы стали вообще холодные. Ну, там везде дует вот это вот. Как ветер, все дует везде здесь. Ну, вообще дома, короче, там лучше было. Там просто надо было отоплением. Ну, там брусовой было, а тут какие из чего сделаны, я сама-то не понимаю. А вот жительница соседнего дома номер 4 Светлана с проблемами столкнулась с первого года. Она переехала сюда тоже по программе переселения и считает, что это жилье не лучше предыдущего аварийного. Как заехали, да, проблемы начались сразу. Везде щели, продувает, отопление еле-еле греет батарея. Сейчас в данный период с 12, с пол-первого ночи до 5 утра отопление не подается, вода горячая не подается, в квартирах холодно. В квартирах очень холодно, в подъездах холодно. Мы просили поставить двойные двери в подъезде. В подъезде двойные двери уже 4 года не могут поставить. Подъезды надо утеплять. Вот. И в подъезде, как на улице, от холода в подъезде лопается кафель, отлетает кафель. В этом году власти города кинули немало сил и средств для улучшения жизни в микрорайоне «Теплый стан». Большая сумма денег была выделена из бюджета района на ремонтные работы. Протекающие крыши уже перекрыли, сейчас производят утепление и обшивку фасадов зданий. Утепление будет идти междуэтажных перекрытий. Выполнены работы по утеплению 3 цокольных перекрытий. Дополнительно к этим работам сегодня заключаем договоры на утепление оконных блоков. То есть по периметру окон будут производить дополнительные запенивания. Будут выполнены ремонты входных групп, то есть заменены наружные двери. За недолгий срок своего существования, всего 6 лет, стены в домах прохудились. То же касается и балконов. Сейчас жильцы могут утеплить их, о чем гласят объявления в каждом подъезде. Но появились и новые проблемы. Жильцы микрорайона «Теплый стан» замерзают, а зима еще не началась. В ночное время суток у них отключают отопление, при том, что ночью температура опускается до минус 5 градусов. Руководство же ресурсоснабжающей компании опровергло заявление жителей и от комментариев отказалось. Начнет ли этот микрорайон оправдывать свое название, покажут морозы. А мы продолжаем следить за ситуацией на Теплом стане. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Нерингри оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству. Так был проведен конкурс на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в городе Нерингри на текущий год. Этот конкурс проводится второй год. Одним из получивших субсидий стал молодой предприниматель Максим Харин. После окончания Южноуральского государственного университета коренной нерингринец Михаил Харин получил специальность экономиста-менеджера по транспорту. Поработав инженером в автодорожном предприятии и накопив необходимый опыт, молодой человек решил открыть свое дело – строить дороги. Для покупки необходимого оборудования не хватало средств, и тогда Михаил решил поучаствовать в конкурсе на получение бюджетных средств и выиграл 238 тысяч рублей. На оборудование только на это, без там остального трамбовок, без отбойников всяких, у меня ушло 700 тысяч, чтобы приобрести это оборудование. Ну, как бы субсидия полностью, ну не полностью, но частично покрыла данные расходы, поэтому я благодарен, конечно. Данное оборудование предназначено для проведения ямочного ремонта инфракрасным методом. При нагреве плитой асфальт становится рыхлым, и при добавлении новой асфальтобетонной смеси из бункера, температура в нем 140 градусов, старый и новый асфальт легко становятся однородными, что, безусловно, ускоряет процесс и качество работы, где главным преимуществом является отсутствие холодного соединения. С помощью данного оборудования можно не только ямочный ремонт, можно проводить ремонт в труднодоступных местах, таких как люки, мосты, ну и другие сложные места, бордюры. А также можно устранять колейность, можно удалять выбоины какие-то. Поэтому данная технология отлично уже себя оправдала. Предприниматель Харин говорит, что работы хватает, конкурентов тоже. И что главное в его работе – это качество. Михаил также не скрывает, что существуют и проблемы. Сложности у нас в районе – это стоимость материалов. Сложности – это оборудование вовремя какое-то. К примеру, те же отбойные молотки сложно у нас, к примеру, купить. Ну и также битум очень дорогой. Поэтому вот это и есть наш соль. Мы как бы цены у нас, конечно, высокие. Поэтому доступность. Наверное, мне кажется, в районе самой сложности доступность. На сегодня в районе зарегистрированы более 3000 субъектов среднего и малого бизнеса, годовые обороты которых составляют порядка 13 миллиардов рублей. Это, безусловно, люди, сумевшие организовать и успешно развить свое дело, занять свое место в экономике района и воплотить в жизнь свои идеи и проекты. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Лучшие по профессии в Якутске состоялось награждение воспитателей детских садов республики. Мирнинский театр открыл 12-й театральный сезон. И дайджест событий Алданского района в материале наших коллег. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Дошкольные образовательные учреждения республики, победители всероссийских конкурсов среди детских садов, получили награды. Как отметил министр образования Якутии, сегодня дошкольные образовательные учреждения активно участвуют как в республиканских, так и во всероссийских и международных конкурсах. Сегодня в актовом зале Дома правительства лучших отметили за вклад в развитие образовательной и воспитательной системы региона. В данном конкурсе я представляла проект по здоровью и сбережению. Так как я работаю педагогом-психологом в детском саду, очень волнует меня проблема эмоциональной сферы детей. И хочется всячески им помочь. Считаю, одним из важных в педагогике – это развитие эмоциональной сферы, театрализованную деятельность. Очень люблю по ней работать. Очень нравится детям работать по театрализованной деятельности. Это изготовление костюмов. Мы привлекаем здесь и родителей, и сами дети совместно исполняют. Что-то приобретаем. И, конечно же, всем детям нравится оказаться в сказке, показать, какие они, показать свои чувства и эмоции. Мирнинский театр открыл 12-й театральный сезон. Открытие состоялось спектаклем «Камень», обладателем нескольких фестивальных наград. О том, какие премьеры ожидаются в новом театральном сезоне, расскажет Марферина Алексеева. Выбор первооткрывателя сезона не случайен. Этой весной на 17-м фестивале театров малых городов России постановка Мирнинского театра получила специальный диплом Петербургского театрального журнала, а актриса Анастасия Ефремова победила в номинации «Лучшая женская роль». В пьесе «Камень» действие перескакивает попеременно с одного времени на другое.
между 1935 и 1993 годами. Место действия всегда неизменно – дом одной и той же семьи. Пьеса поднимает вопрос о том, как в памяти поколений способны трансформироваться подлости в подвиги и наоборот. Подавали заявки более 160 театров, из которых было отобрано 10, и только там 4 театра, да, получили какие-то награды. Это просто очень высокий результат для столь молодого театра, и мы этим гордимся. И поэтому нам бы хотелось, чтобы мирнинские зрители, чтобы гости нашего города во время открытия сезона могли посмотреть один из лучших спектаклей страны. Уже в октябре зрителей ждет премьера спектакля «Горка» по пьесе Алексея Житковского в постановке режиссера Александра Свечникова. Пьеса «Лауреат», победитель конкурса «Кульминация» прошлого года, то есть это лучшая пьеса года, официально признанная, и сейчас по всей стране несколько театров взяли ее на вооружение. Пьеса на самом деле изумительная, очень смешная. В начале осени в театре был запущен проект «Лаборатории театров». Актеры Мирнинского театра активно работали и экспериментировали с приглашенными режиссерами. Из такого союза было разработано 4 эскиза спектаклей. 2 из этих эскизов войдут в репертуар театра. А именно в мае месяце планируется премьера спектакля по пьесе Ярослава Пулиновича «Свой путь». Вот. И в октябре-ноябре следующего года премьера спектакля по пьесе Милы Фахурдиновой «Голая». Помимо премьер, одним из самых востребованных и значимых арт-проектов Мирнинского театра стала театральная среда, где все желающие могут присутствовать на читке пьес современных авторов и познакомиться с новой драматургией. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов, Мирный. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моей коллеге Татьяне Вахниной.